Жители Коми начали оформлять универсальные электронные карты, при помощи которых можно получить субсидии, оплатить покупки и проезд в транспорте. С 1 января будущего года выдача таких карт станет обязательной. Евгений Ракин потратил на процедуру 10 минут. О том, как получить универсальную электронную карту, очень подробно расписано на официальном портале. Прежде всего, следует изучить перечень необходимых документов. Так, паспорт, медицинский полис, страховое свидетельство пенсионного страхования у меня на руках. Теперь необходимо определить ближайший пункт приема заявлений. Ну что ж, отправляемся. И вот мы на месте. В Сыктывкаре заявку на получение универсальной карты можно оформить в одном из крупнейших банков России. Здравствуйте. Здравствуйте, чем могу вам помочь? Я бы хотел оформить универсальную электронную карту. Да, конечно, чтобы открыть универсальную электронную карту, у вас должны быть оригиналы документов: паспорт, медполис и СНИЛС. Они у меня с собой, ну вот, пожалуйста. Не забудьте взять с собой фотографию 3×4, как на паспорт, но обязательно в электронном варианте. Впрочем, это временно. Вскоре фотографироваться можно будет прямо на месте. После ввода ваших персональных данных операционист попросит расписаться на специальном планшете. Образец вашей подписи будет графически расположен на оборотке УЭК. Кроме того, каждая универсальная карта обладает цифровой подписью. С помощью нее, к примеру, можно будет, сидя дома, подать заявление в ЗАГС или оформить загранпаспорт. Не нужно стоять в очередях за получением справок. Станет проще и быстрее платить налоги и штрафы. И это только начало. В перспективе охватить более 1000 различных услуг, в том числе и коммерческих. Это и скидки в магазинах, и транспортная карта, которая должна заменить известные нам билетики. Это и различные допуски, как я уже говорил, доступы и в различные учреждения спорта, культуры и так далее. А в общем, УЭК – это единый и удобный, а главное безопасный инструмент для доступа к услугам. Уровень защиты персональных данных на карте выше, чем на российских денежных банкнотах, уверяют специалисты. А информационные системы работают по принципу «свой-чужой», поэтому взломать их сложно. Не будет создаваться какая-то глобальная база данных, в которой будет складываться вся информация о вас. Ни в коем случае. Ну, во-первых, это слишком дорогостояще, это очень тяжело и не имеет под собой никакого смысла. Ну вот и все. Процедура оформления заняла меньше 10 минут. И когда я смогу получить электронную карту? Где-то примерно через месяц. Вам придет смс-уведомление на ваш телефон о том, что карта пришла. Вы можете нам позвонить или подойти и уточнить, можно получать или нет. Это вам памятка, можете ознакомиться. Это заявление вы должны принести, когда будете получать карту. Спасибо. До свидания. Ну а мы с нетерпением ждем выдачи карты и обязательно покажем вам ее в действии. Евгений Ракин, Дмитрий Ведерников, Павел Фетисов, телеканал Юрган.